А тебе чего нужно, грязный раб? Иди отсюда! Мой! Не бей моего раба! Он напал на моих рабынь! Плевать я хотел на твоих шлюх! Покалечишь моего раба, кого я продам мамлюкам? Тебя? Отцепись от него, пока он не сломал тебе хребет. Это же Бейбарс. Начальник острова мамлюков Мустафа Катус сам будет покупать рабов для армии мамлюков страны Миср. Из сильных, самых сильных отберет Мустафа Катус. Иди. Сильнее, сильнее. Мамлюки! Кто это? Бейбарс, раб Аль-Аддина Бундукдари. Это он дрался из-за женщины? Да. Кто он? Тюрок. Мы тюрки одного рода. Друг от друга не отречемся. Кумыс Бейбарсу. Оказывается, они были только шакалами, люди с бичами, а не повелителями. А повелитель он. Снимите с них цепи. Оставьте им оружие. Я их всех покупаю. Так это ты, Байсара, железная рука. А этого бросьте на весла. Когда-то Нил открыл дорогу фараонам. Теперь Нил откроет дорогу любому мамлюку на султанский трон, если он не нарушит клятву мамлюкской верности родине. Нил будет вашей новой родиной. А этот браслет со знаком султана Салиха. Посвящение в мамлюки. Браслет будет
Напоминанием. Мамлюк не смеет поднять руку на мамлюка. Мамлюк не смеет поднять руку на честь и добро людей страны Миср. Мамлюки! Мамлюки! И правил тогда Индостаном жестокий царь. И встал против царя народ, и был среди них вождь. И был это мой отец. И взошел он на престол, и любили его все за справедливость. Потом напали на страну монголы. Отца убили, меня взяли в плен и продали византийским купцам. Так я попал к вам. Теперь твой черед. Бейбарс. Кто ты? Откуда ты родом? Мамлюки люди! Им нужны еда, женщина и родина. Простой кусок земли не может быть родиной. Нужно дерево, чтобы оно снилось вам. Пока оно снится вам, вы можете одолеть любые стены. Ты рассказал очень длинную историю, болван. Эту мысль греки говорят в 2 фразах. Что же говорят греки? Моя родословная начинается с меня. Твоя кончается тобой.